Валентина, в последнем матче вы стали лучшим игроком. Какие ощущения? Сделала не все, что могла, много ошибок было. Вот, есть, конечно, к чему учиться, но пора уже иметь и результат. Вот. Не очень довольна, если честно, но старалась. Вот. Вообще, откуда такая страсть к хоккею и почему выбрали именно амплуа вратаря? Мы из Пскова, и лично у меня, я являюсь председателем Федерации по флорболу в городе Псково. Вот. Ну, хоккей как отец флорбола. Интересно. Просто если можно научиться кататься на коньках, то вратарское ремесло специфическое. Кто учил? Учусь глазами, называется. В принципе, у нас в Пскове не учат вратарей, как бы взрослых, скажем так. Сама. Вот. Довольно крупный счет почти в каждом матче. Чего не хватает? И вот как вам, как вратарю, наверное, чрезмерно обидно за такой счет? Есть шайбы вратаря, есть шайбы команды. Понятно, что проигрывает, выигрывает команда. Но лично свои ошибки учту. Обидно, конечно, обидно, тяжело. Против кого сегодня и вообще на этом турнире было сложнее всего играть? Настраивались больше всего на Орсу. Вот, они наши такие соперники, скажем. Но девчонки были сильнее нас. Вот, а тяжелее всего, наверное, с Грозой 2 было тяжелее всего. Я так понимаю, что самая возрастная команда, и, наверное, сложно совмещать работу, дом и хоккей. Сложно. Но? Есть желание — занимайся. Вообще, насколько популярен хоккей в Пскове? Хоккей популярен, сейчас строится второй ледовый, насколько мне известно. Вот, но лед расписан, по-моему, даже с 5 утра до часу ночи, поэтому... Как будете готовиться к следующему сезону и вообще какие планы вот после этого турнира? У нас после каждого турнира планы. После этого конкретно какие? В любом случае надо набирать состав, в любом случае надо набирать... Тренироваться надо, тренироваться, работать, себя не жалеть, потому что это спорт. И если ты в спорте, ты должен это делать.